Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳамаи он нафароне ки моро гӯш карда истодед. фарорасии шоми зебо бори дигар муборак бошад. ин шом дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз виолончелистони маъруфи кишвар, хатмкардаи консерваторияи давлатии Урал ба номи Мусоргский, иштирокчии маросимҳои мусиқии Академияи ҷавонони Юрий Башмети шаҳри Львов, номҳои нави шаҳри Суздаль, оркестри симфонии давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, лауреати мукофоти нахустини озмун фестивали байналхалқии қадрдонӣ, иштирокчии фаъоли чорабиниҳои давлатӣ дар Русия, Қазоқистон, Ҷопон, аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Марҷона Ҳасанова. Хушомадед мегӯем ба эфири радиои Нав. Добро пожаловать, Марджона. Очень рад вас видеть здесь. Мы все очень рады вас видеть в нашей студии. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо, Рахмат. Саламат бушит. Мы очень рады видеть вас в своем эфире. Приветствуем вас и желаем вдохновения, чтобы никогда не покидало вас. Самый обычный вопрос, которому каждому гостю дается: с чего начинается ваш вечер? Так как это вечерний эфир без перерыва, хотелось бы узнать, как начинается ваш вечер, с чего, где, как, с кем. Да. Обычно у нас по вечерам в театре оперы и балета мы играем спектакли, балеты. В общем, то есть у меня всегда практически вечер творческий. Я соприкасаюсь с игрой, с инструментом, с музыкантами. То есть на творческой волне все происходит. Бехтарин, ҳамеша дар мавҷи эҷодӣ. Инчунин бо ҳамроҳи ман дар эфири мустақим қарор доранд ҳамкорам Абдураим Шарафзода ва суҳбатро идома медиҳем. Да, спасибо, что вы меня представили. И еще хотел я вам задать один вопрос. Зарнигор сказала про вдохновление. Что больше всего вас вдохновляет в музыке? Я вообще питаюсь везде практически. Я могу радоваться закату, рассвету, вдохновиться также от своих даже студентов. Вот, допустим, я им дала задание, на следующий урок они пришли подготовленные, я вижу, что у них это получается, и это меня вдохновляет на более такие новые какие-то поступки. В общем, естественно, слушать других музыкантов, также видеть свои успехи, какие-то достижения, это меня тоже вдохновляет. Бывает, что вы смотрите на свою виолончель и вдохновляетесь, мотивируетесь, смотрите на свою виолончель? Просто смотря, иногда может быть, такое может быть. Бывает. ин хуб аст ва шумо гуфта метавонед нахустин маротиба кай ҳамин асбоби мусиқиро ба дасти худ гирифтед, шумо қарор додед ки ҳамин чиз як қисми ҷудонашавандаи ҳаёти шумо мешавад. Шумо бо навохтани ҳамин виолончел умри худро, ҳаёти худро ба ҳамин намуди санъат мебахшед. Кай буд, чӣ хел ҳамин чиз ба ҳаёти шумо нахустин маротиба пайдо шуд? Метавонед гуфта марҳамат. Первая встреча с моим инструментом, это было в 8 лет. Когда мне было 8 лет. Ого! Да. Ҳанӯз дар давраи кӯдакӣ. Да, в детстве. Вот, комиссия выбрала, не я выбирала, а именно комиссия выбрала этот инструмент для меня. Вот когда мама меня отвела в музыкальную школу, комиссия почему-то решила, что мне лучше всего именно играть и обучаться этому инструменту, потому что я была крупным таким ребенком. Да. Аджаиб. Да. И вот, когда я даже не знала о существовании этого инструмента. То есть мне сказали, вот вам виолончель. Я представляла это, наверное, думала, это арфа. Вот арфа мне была знакома. Скрипка, фортепиано, а виолончель. Да, мне стыдно, но так и есть. Марджона, вақте ки шумо гуфтед ки модарам ба мактаби мусиқӣ бурдан, яъне ки дар оилаи шумо, дар хонаводаи шумо ягон нафар мусиқанавоз буд ё ки шумо нахустин нафар? Нет, я единственная, кто играет на музыкальном инструменте в нашей семье. У нас обычно все погружаются в медицинское образование, есть повара. Соҳаҳои илмӣ бисёртар. Да. Да.
Знакомый случай, я тоже когда-то хотел поступать на вокалиста, но поступил на баян-аккордеон. Как вы, вы поступили на виолончелистку? хуб марҷона барои як асбоби мусиқиро навохтан дар он навохта тавонистан омӯхтан бисёр зарур аст. Масалан барои он ки дар асбоби мусиқии виолончел шумо навохта тавонед, чанд муддат ба фикри шумо, чанд вақт лозим аст ки аз худ кунед ва комилан пурра бе тарсу ҳарос навозед? Чанд сол ёки вақт лозим мешавад? Я скажу так. Это зависит от степени одаренности. Да. Да. От, да. Это от слуха, музыкального слуха. От музыкального слуха. То есть какая-то предрасположенность именно. Бывают дети, которые вообще не имеют ни слуха, ничего, но и посредством усилия, труда они очень многого добиваются. То есть не всегда это играет роль. Да, обязательно желание. Но когда есть и одаренность, и вот это все в совокупности, дает просто феноменальный успех. Когда есть трудолюбие, когда есть способности, да. Это все играет большую роль. И еще один вопрос. Вот смотрите, скрипка, виолончель, в общем, струнные инструменты требуют от музыканта хороший слух, хороший музыкальный слух. Можно ли научиться играть не имея музыкального слуха на струнных инструментах? Как вы думаете? Я думаю, что все возможно. Да. Как нотник, да? Как нотник. Да, все возможно, но нужно, я еще раз подчеркну, нужно заниматься. Когда, конечно, есть слух, легче играть, потому что у нас нет ладов на инструменте, и ты работаешь постоянно ушами. Вот, и малейший миллиметр сдвиг пальца, и нота уже не та, она фальшивая. Поэтому нужно постоянно трудиться. 80 часов нужно в день заниматься. Ой-ой-ой. 8-10 соат, яъне ки дар аввали он вақт ки шумо асбоби мусиқиро гирифтед 8-10 соат ҳама рӯза ба омӯхтан машғул мешудед? Нет, в детстве нет. А вот когда я уже поступила в Уральскую консерваторию, уже там начались серьезные занятия. мушкил буд дар оғоз барои дар унҷо таҳсил кардан, барои ҷавобгӯ ба талаботҳои ҳамон донишгоҳ консерватория будан мушкил буд барои шумо? Да, первые 2 года, да, действительно. Конкуренция очень большая. Да, потому что при поступлении у меня действительно не хватало баллов, и я отставала. Но, слава богу, потом, когда я уже закончила, и уже ближе к 4-5 курсу я уже все охватила. Я даже, можно сказать, переплюнула многих. беҳтарин. ва шумо бо ҳамон ҳамсабақон ки дар анамон Урал якҷоя таҳсил мекардед, имрӯзҳо ҳам робитаи ҳамкорӣ, дӯстӣ доред? Конечно, да. У меня есть очень близкие друзья, мы поддерживаем связь. Мы обязательно в 2 года 1 раз либо они, либо я к ним выезжаю, встречаемся, скучаем. То есть мы очень сильно сроднились. Замечательные ребята. Я не чувствую, что они то есть это другие. Это были даже ребята, да, при первой встрече мы поняли, что это такая связь. Ваш человек. Да, музыкант, это знакомый случай, да. Это даже, знаете, иногда необъяснимо, как это вообще происходит. воқеан дуруст мегӯянд, беҳуда нест. Мегӯянд ки инсонҳое ки бо мусиқӣ вобаста ҳастанд бисёр эҳсосӣ ҳастанд, эҳсосоти баланд доранд ба ҳама чиз дар зиндагӣ, нисбати одамо, нисбати ҳаёт, нисбати ҳама чиз. ва пеш аз ҳама мо пеш аз он ки боз саволи навбатиро пешниҳод кунем ба шумо, мехостам бипурсам ки хаста нашудед? Нет. Хуб ҳастам аш? Да, у вас очень уютная и комфортная обстановка. Мне очень приятно. Яъне ки мо аз уҳдаи меҳмонбонӣ баромада истодаем. На все 100. Нам тоже очень приятно слышать такие слова от вас. Спасибо. Хуб, Марҷона, аввалин саҳнаи профессионалӣ барои шумо, аввалин саҳнаи калон ки шумо дар он бо асбоби виолончел баромад кардед, кай буд, дар куҷо буд ва чӣ гуна эҳсосот ана ҳамон пеш аз баромади шуморо фаро гирифт? Метавонед гуфта? Да, и какую пьесу вы сыграли в первый раз на большой сцене, на большой арене? Это было в 15 лет, когда меня выбрали для фестиваля «Новые имена».
У нас здесь в школе я выиграла конкурс, Хоп. первую премию получила. И далее вот выиграла этот приз, поехала и сыграла юмореска Букиника в городе Суздаль. Там было очень много участников из разных стран. Я не знаю почему, но в 15 лет я вообще абсолютно не боялась сцены. Хотя я плохо, честно, я плохо владела инструментом. Хоп. Вот. Для Таджикистана я владела шикарно, а для мирового уровня это был такой средний уровень. Вот. Ну, сказали, что вот этот номер нужно сыграть. Все, окей, вышла, сыграла. Мардум чӣ хел қабул кардан баромади шуморо дар онҷо? Хорошо. Хуб қабул кардан. Да, хорошо. И вы играли юмореску. Да, юмореска. Это такая типа шутка. Вот. Аҷоиб буд. Да. Яъне ки дар мусиқиам ҳазлу шӯхӣ аст. Да, есть, да. Абдураим, ту чӣ мегӯӣ ба ин? Да, есть, можно играть, диди шутить, на да. танҳо мо ҳамроҳи ту метавонем ҳазлу шӯхӣ кунем, ҳатто мусиқанавозон дар мусиқӣ, дар санъат метавонанд ҳазлу шӯхӣ кунанд. Беҳтарин. Можно пошутить. И у меня такой странный вопрос к вам. Я покопался в интернете, я и не увидел ваш YouTube-канал. И это странно. В такое время очень-очень странно. Почему у вас до сих пор нету YouTube-канала? бале, барои чӣ? Зеро ки дар ана ҳамин замони мо ҳамаи ҳунармандон, чӣ варзишгарон, чӣ ҳунармандони соҳаи кино, мусиқанавозон ва ғайра ва ҳоказо, ҳамаи онҳо маҳсули эҷодиёти худро дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, YouTube, Facebook, Instagram ва ғайра муаррифӣ мекунанд, барои мардум пешниҳод мекунанд ва аз эҷодиёти худ дарак медиҳанд. Масалан, барои чӣ шумо фаъол нестед дар саҳифаи YouTube ёки барои чӣ саҳифаи Instagram-ии худро пеш намебаред? Сабаб дар чист ва нақшҳои шумо нисбати ин гӯем замимаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна аст? Марҳамат. Это, вы знаете, сейчас первый вопрос. Где бы я бы ни находилась, да, вот где мы выступаем, подходит, а у вас есть YouTube-канал? Вот, да, это не только странно вам, это странно мне уже самой, потому что действительно я как-то пряталась в тени, не хотела, то я вообще... Это из-за скромности или из-за чего, как вы сами думаете? Именно к своему исполнению я очень педантичный человек. Мне то одно не нравится, то другое. То есть, может, какая-то нота не понравится, и я могу забраковать свою запись. Слишком требовательно относитесь. Да, очень. И я поняла, что это плохо, потому что, ошибаются все, и все не идеальны, даже и музыканты. Поэтому сейчас я работаю над своими композициями. Я их буду уже аранжировать, до совершенства доведу, как я вот считаю. И обязательно открою свой YouTube-канал. А Инстаграм я недавно только открыла. Наконец-то, два или 2,5 месяца назад. ниҳоят ва ниҳоят ин хуб аст барои он ки дар замони мо ки ҳамаи онҳо мардум дар он ҷо бештар ҳастанд, аз эҷодиёти шумо огаҳӣ пайдо мекунанд, хабар пайдо мекунанд. Ин хуб аст. Идома медиҳем барномаро. Да, и еще я хотел бы спросить у вас, у всех нас есть свой идеал своей жизни. Кто ваш любимый виолончелист? Вы восхищаетесь творчеством какого музыканта, виолончелиста или, может быть, другого музыканта? Для меня номер один это был мой педагог, к сожалению, его сейчас нет в живых, Пешков Сергей Федорович. Далее, естественно, Мстислав Ростропович, русский знаменитый, шикарнейший виолончелист. Йо-Йо Ма, хорватский виолончелист Стефан, Лука Зулик. То есть это супер виолончелисты, я их очень обожаю. Группа Апокалиптика виолончелистов. Тина Гао. В общем, можно перечислять долго. Очень много выдающихся музыкантов, да. ва аз ҳамин устодони шумо ки ҳозир номбар кардед, мусиқии оҳангҳои онҳоро дар худ доред, гӯш мекунед ёки кӯшиш мекунед ки мисли онҳо навозед ёки беҳтар навозед? Да, я стараюсь, я слушаю, обязательно сравниваю в каких-то моментах только, не всегда полностью, потому что ты не исполнишь как, допустим, как свой педагог. Абсолютно не получается. Абсолютно не получается, да. Потому что у тебя свое мировоззрение, у тебя свое давление, в общем, у тебя свой страх, свое чувство. Поэтому я считаю, что самое главное, да, какие-то рамки выполнить, то есть довести
до идеальной чистоты интонацию, поработать над техникой, да, чтобы она была филигранная. Вот именно базовые какие-то вещи, действительно хорошо поработать над этим, да, а остальное уже как-то само прикладывается. И по интерпретации я могу перенять что-то от каких-то, от других исполнителей. Вот. И то не все. Именно какую-то часть, какой-то момент. И все. А остальное я стараюсь именно исполнить так, как я чувствую. Потому что каждый музыкант — это индивидуальность. Да, индивидуум. Да, индивидуум. Дуруст ва бояд ҳар як мусиқанавоз ҳамон мусиқӣ менавохташро ҳис карда тавонистанаш зарур аст. Эҳсос кардан ин муҳим. Марджона, у меня к вам один вопрос. Хотел спросить, кто ваш любимый композитор? У меня нет любимого композитора. Почему? Не знаю, вот так получилось, что нет. У каждого композитора мне что-то нравится определенное. Да. Вот. Я не могу конкретно сказать, что вот этот композитор, мне он нравится больше всех. Нет такого. Бале, фаҳмо. Хуб, ҳаст дар ҳаёти эҷодии шумо ягон лаҳзаи аҷоиб ки дар саҳна буданатон рӯй додааст ё ки пеш аз он вобаста ба навозиши шумо бо ҳамон асбоб ягон ҳолати ғайри чашмдош рӯй додааст бо шумо дар саҳна бо ҳамон асбоби мусиқиятон вақте ки зинда месароидед ё ки баръакс шояд аз фонограмма буд? Чӣ гуна буд ҳамин хел ҳолатҳои аҷоиб ё хандовар? Мумкин ҳозир агар вай хандовар бошад, лекин раньше Хуб. вот был такой случай. В общем, было очень холодно, это было в Екатеринбурге. Хуб. Был экзамен, то есть собралась комиссия. А инструмент очень, очень влияет на погоду. Конечно, расстраивает. Да, расстраивает. Да. В 95% случаев я играю вживую. Это было всего 2 раза, когда я играла под фонограмму. Обычно всегда я играю вживую, на экзаменах тем более, то есть там вообще недопустимо, да. Вот, я вышла на экзамен, уже настроенная, подготовленная, думаю, все, уже Руки немножко трясутся. Ну да, было такое. Вот, начала играть, все хорошо, все замечательно идет. Мы играли дуэтом с пианисткой. И тут Какую композицию, я извиняюсь? Сонату. Старинную сонату, да. И тут просто инструмент начал спускаться. Колок, вот я вам потом покажу на инструменте. Колок начал спускаться. Причем он уже... Мы остановились, я его начала фиксировать обратно. Нет, он не настраивается, да. Инструмент просто отказывается настраиваться. Да. Да. То есть, и ничего, пришлось прервать экзамен на половине композиции, мы остановились, и я дальше пошла настраиваться, причем я настраивалась минут 20-25, мы уже, пустили других студентов. Мы так и не настроили инструмент. Я сдала экзамен на другом инструменте. Я не знаю, что случилось в этот момент. Я просто перевела это все на погоду. Это неожиданное, это такое неожиданно. внезапное. То есть, оказывается, инструмент такой капризный. Конечно, вот, да. Эҳсос Живой. мекунад. Дидед, асбоби мусиқиам ҳама чиро эҳсос мекунад. Ҳатто буду ҳаворо ба мисли инсон. Мо гармӣ, сардиро эҳсос мекунем, асбоби мусиқиам ҳама хел. И вы знаете, я тогда поняла, что живое исполнение — это риск. албатта ин ҳамеша таваккал аст дар зиндагӣ барои махсусан ҳунармандчӣ сароянда аст чӣ навозанда аст ин ҳамеша як таваккал кардан аст. хуб, вақти барои барномаи мо ҳам ҷудо карда кам боқӣ монда истодааст. барои ин ман пеш аз он ки шумо як оҳангро дар шакли пурра барои шунавандагони радиои нав, барои тамоми ҳамватанон бо асбоби мусиқии виолончел иҷро кунед, пеш аз он мехостем ки ба шумо изҳори миннатдорӣ баён кунем барои вақтонро пайдо кардед, ба радиои нав омадед, меҳмон шудед. Аз ин хеле хушҳол ҳастем. бароятон дар соҳаи эҷоди мусиқӣ пеш аз ҳама илҳом, пеш аз ҳама муваффақият, дастовардҳои нав, расидан ба қуллаҳои баландтарини ин соҳаи эҷодиёти санъат таманно мекунем. дар зиндагӣ бошад хушбахтӣ, саломатӣ, дарозумрӣ, ҳамеша муваффақ бошед. хуш омадед бори дигар. Спасибо, Зарнигор, и вам процветания вашему радио, всего хорошего, всего замечательного. Спасибо за приглашение. Саламат бошед. И мы очень благодарны, что посещали нашу студию, нашу программу, и мы вам желаем больших высот в сфере искусства, музыкальном искусстве.
И не забывайте, что мы все ждем вашего YouTube-канала. Честно, я сам в Фейсбуке смотрю, когда выступают ребята из квартета «Вояж». Поэтому мы ждем вашего YouTube-канала. Марджона, хуш омадед бори дигар. Азизони дил, ин буд барномаи шомгоҳи бетанаффус. Бо шумо будам ман Зарнигори Рустам, Абдураҳим Шарафзода ва алучии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Марҷона Ҳасанова. Ва дар охир барои шумо як оҳанги нотакрор дар шакли зинда садо медиҳад аз худи ин бонуи ҳунар. Дар мавҷи нав бошед.